Привет, друзья! С вами передача «Новости за школьной партой». И мы ее ведущие Рома и Гузель. Рома, а какие игры тебе нравятся? Наверное, как все мальчики, я люблю подвижные игры, а еще интеллектуальные, которые развивают наше мышление. А как ты относишься к настольным играм? Хорошо, допустим, шашки или шахматы. Это и наука, и спорт, и искусство в одной игре, приносящие удовольствие и радость. Я тоже с тобой согласна. Именно поэтому в 8-й школе города Канаша были проведены соревнования по шашкам и шахматам среди учеников 5 и 8 классов. Об этом нам подробнее расскажет Тимур Гафиатуллин. Ученики 8-й школы очень увлекаются шашками и шахматами. И сегодня один из этих турниров проходит здесь. Ирина Геннадьевна, с какой целью они эти турниры проходят и как часто они проходят? Я хотела бы сказать, что в нашей школе ежегодно проходят шахматные, шашечные турниры. Они проходят у нас всегда в феврале. Это связано с тем, что в городе у нас проводится мероприятие, посвященное оборонно-массовой спортивной работе. И ежегодно у нас проходят шашечные турниры по стрельбе, соревнования по баскетболу, соревнования по волейболу. И вот сегодня ребята, самые лучшие, самые сильные шахматисты и шашисты нашей школы собрались для того, чтобы помериться своими силами. Какие есть результаты нашей школы? О больших результатах говорить, наверное, еще рано. Результаты будут еще впереди. Но наши ребята занимают призовые места на городских мероприятиях, на турнирах по шашкам и шахматам. Я считаю, что это неплохой для нас результат. Но я думаю, со временем, может быть, кто-то будет увлекаться и заниматься этим всерьез. И, может, даже покажет свои таланты на уровне республики, а может быть, даже и страны. Целью этого мероприятия было выявление детей, умеющих хорошо играть в шашки и шахматы, проявить интерес к этим играм, развивающую логику, внимание, мышление школьников. Турнир проходил в 3 тура в дневное время в математическом классе. Судьи рассказали участникам турнира историю возникновения этой игры, напомнили правила. Как проходят соревнования? Соревнования проходят отлично, нарушений замечено не было, игроки отлично играют. Турнир проходил в атмосфере торжественности, значимости данной игры. Несмотря на то, что правила шашек достаточно просты, игру можно назвать одной из самых динамичных настольных стратегий. Каждая партия уникальна, и результат исхода игры зависел от навыков соперников. Соревновалось 26 участников, в том числе и я, но соперники оказались сильнее меня. Ребята с большой ответственностью и нескрываемым интересом отнеслись к участию в соревнованиях. Ребят, я хочу вас познакомить с прошлогодним победителем по шашкам. Ее зовут Васильковская Ника. Скажи, Ника, как ты тренируешься? Я соревнуюсь со всеми членами семьи по очереди. Сначала с младшим, потом с старшим братом, потом уже с мамой. И тренируюсь как часто, раз в неделю, наверное, есть. Чем тебя увлекают шашки? Это очень интересная игра и интеллектуальная. Мне она очень нравится, поэтому я принимаю участие в этих турнирах. Играть меня научил мой старший брат. А сегодня ты настроена победить? Конечно. Каждый хочет победить. За ходом турнира следили члены жюри. Они подвели итоги. Среди победителей оказались: первое место ученик 8 Б класса Иванов Никита, второе место ученик 6 А класса Дербенев Григорий и третье место ученик 6 класса Иванов Иван. Победители были награждены грамотами и сладкими призами. Тимур Гафиатуллин, Илья Сергеев. Новости за школьной партой. Гузель, а ты любишь получать подарки? Да, как и любой девочке, мне очень нравится их получать. А также я очень люблю их дарить. Подарки, которые сделаны своими руками, очень дороги и, главное, эксклюзивны. Ты прав. И в честь праздника всех влюбленных учащаяся 5-й школы Марина Григорьева научила нас делать поздравительную открытку. Марина, привет! Расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям, что ты будешь делать. Привет, Гузель! Сегодня мы будем делать открытку-валентинку своими руками. А что для этого нужно? Для этого нам понадобится цветная бумага, несколько цветов, ножницы, ручка, клей, цветной картон и шаблон сердечки. Итак, расскажи, пожалуйста, с чего мы начнем? Сначала мы берем бумагу и шаблон и вводим туда сердечки. И на другую бумагу то же самое.
Марина, я могу тебе чем-то помочь? Да, вырежи, пожалуйста, вот это сердце. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, откуда у тебя появилась идея создания этой валентинки? Эту валентинку я увидела в интернете, мне очень она понравилась. Мы вырезали сердечки, затем мы берем картон и сгибаем его напополам. А тебе дарят валентинки? Да, дарят. Гузель, дальше мы сгибаем сердечко. Хорошо. Все 6 штук. Сейчас мы берем 2 разных сердечка. Я беру красный и бежевый и склеим одну из сторон. Марина, а какие тебе нравятся валентинки? Покупные или сделанные своими руками? Больше мне нравятся валентинки, которые сделали своими руками. Они сделаны с душой и всем сердцем. Ребята, запоминайте, складываем и склеиваем. У меня получилось? Да, все получилось. Дальше мы берем следующий цвет и клеим его к красному цвету. Ребята, получилась вот такая заготовка. Если что-то не сошлось, вы можете убрать ножничками. Откладываем их в сторону. Теперь мы должны сделать облака. Мы рисуем на белой бумаге облака. Скажи, пожалуйста, тебе нравится заниматься рукоделием? Да, мне нравится. Это развивает мелкую моторику. А чем ты любишь еще дополнительно заниматься? Я хожу в театральный кружок. Интересно, а что там делать? Мы там ставим сценки, учим роли. Остается время на учебу? Да, остается. А чем ты любишь заниматься в свободное время? В свободное время я люблю гулять и ходить на каток. Марина, давай я тебе помогу, а ты расскажешь, что мы будем делать дальше. Дальше мы берем заготовку нашей открытки и размещаем тут наши сердечки. Они будут служить шарами. Наносим клей на свободные края, которые мы еще не приклеили, и клеим на нашу открытку. Марина, нам больше не нужна белая бумага? Нет. А сейчас я приклеиваю вторую заготовку. Делаю то же самое, что и с первой. Тут нужно экспериментировать, можно расположить ниже или выше. Вот что у нас получилось. Уже вырисовываются очертания открытки. Теперь, наверное, нужно приклеить облака? Да. Клеим произвольно. Марина, я вижу, мы подходим к финалу. Что нам остается сделать? Нам остается совсем немного. Сейчас мы рисуем корзину для наших шаров. Сначала рисуем стропы, а потом корзиночку. По желанию можно добавить гирлянду. Она будет соединять 2 воздушных шарика. Также можно добавить сердечко. Марина, мне кажется, у нас все готово. Да, все готово. По желанию можно что-нибудь дополнить. Написать какое-нибудь пожелание внутри. Ребята, вот что сначала мы подготовили и что получилось сейчас. Я принесла образец. Вот такая вот открытка у нас должна получиться. Мне кажется, получилось очень оригинально. Эту открытку можно подарить родным или друзьям. А что мы напишем внутри, останется в секрете. Марина, хочу тебя поблагодарить за оригинальную идею. Получилось очень красиво. Такую открытку можно подарить родным и друзьям. Я уже решила, кому буду дарить. И внутри я обязательно напишу пожелания. Марина, спасибо тебе, что нашла время и пришла к нам. Пожалуйста. Ребята, а далее новая рубрика «Сделай сам», где мы будем показывать творческие работы талантливых детей. Ребята, вы, наверное, помните Аню Силантьеву,
Она появлялась в одном из выпусков. Она показывала нам свои работы из полимерной глины. И сегодня мы покажем вам ее работы только в виде мультфильма. Ого, вот это здорово! Давайте скорее смотреть! Ребята, мне мультфильмы Ани очень понравились. Мне тоже. А если у вас есть творческие работы, присылайте к нам. Мы про них расскажем и покажем. Так что не пропускайте наши выпуски программы. А далее спортивные новости. Рома, а ты катаешься на лыжах? Конечно, по возможности мы с друзьями выходим на лыжню в парк и катаемся. Молодец, я тоже очень люблю лыжи. Но оказывается, в нашем городе очень много любителей лыжного спорта. Наш корреспондент с 7-й школы Карина Григорьева побывала на Лыжне России в эти выходные. Предлагаю посмотреть сюжет. Лыжня России проводится в нашей стране с 1982 года, 36-й раз. В городе Канаше в субботу состоялись 10-е юбилейные соревнования. Народу было очень много. С каждым годом количество любителей лыж растет. В городском парке 3943 человека встали на старт. Максим Белков среди них. С раннего детства занимается спортом. Я на лыжах с 3 лет стою. Мне нравится кататься. Я хочу победить. Катаются вместе с мамой. Получают удовольствие от каждой лыжной прогулки. Я сама катаюсь всю жизнь. И вот, глядя на меня, со мной встал вместе на лыжи. Вот катаемся. Когда в парк, когда на каток. В деревне катаемся. По возможности стараемся. По выходным получается, да. Ну, постоянно, да, в общем. Да. А у сына есть какие-то победы? Участвовал где-то? В Лыжне России участвовал? Ну, каждый год участвует. Каждый год в садике участвует на лыжне. Канашцев приветствовал глава администрации города Виталий Михайлов. Желаю всем удачи, благополучия. Вот такая же, чтобы погода была, как сегодня, солнечная, чтобы в семьях было тепло и уютно. На старт вышли и малыши, и взрослые люди. Алексей Петров – профессиональный спортсмен, биатлонист, многократный чемпион Чувашии и России. Во время выступления нам удалось с ним поговорить. Я профессиональный спортсмен, биатлонист. И в межсборе сейчас на данный момент приехал защищать диплом. И вот пока защитился, вот день отдыха. Решил пробежать соревнования. А где учитесь? Закончил Чебоксарский кооперативный институт. Вот позавчера защитил диплом. Поздравляем вас. Спасибо. Ага. А спортом занимаетесь со скольки лет? На лыжах? Ну, я катаюсь с детского возраста, буквально с лет 5, наверное. Но первый раз на секцию пошел в 3 классе к Курлеву Александру Анатольевичу, в 6-ю школу. А вот какие-то победы есть? Вы, наверняка участвуете в соревнованиях? Ну, призер чемпионата России. По биатлону. Ну, многократный чемпион Чувашии. Говорят, что лыжным спортом заниматься нужно начинать с 9-10 лет. В городе много подающих надежду спортсменов. И многие из них встали на лыжи в 3-4 года. К 10 годам уже имеют результаты. Так что, друзья, чем раньше, тем лучше. Для новостей за школьной партой Карина Григорьева. На этом наш выпуск подходит к концу. Надеемся, что вам понравилось.